В Национальном художественном музее Якутии новый директор Влада Тимофеева, до этого работавшая заместителем директора по научной работе. Новый руководитель музея у нас в гостях, и мы узнаем, что ждет учреждение после ее назначения. Сможет ли пространство быть полезным молодым художникам, а выставки интересными не только узкому кругу людей. Влада Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Назначение на должность директора путем вот такого открытого конкурса – это в новизну не только для Якутии. Вот как вам далось участие в этом конкурсе? Действительно, опыт был очень интересный, абсолютно новый, я думаю, не только для меня, и полезный, потому что именно во время такой конкурентной борьбы удалось, например, лично мне посмотреть абсолютно под другим углом на работу нашего музея. Потому что работа Национального художественного музея всегда воспринималась мною очень так, как бы положительно. Я была уверена, что мы все делаем отлично, да? Но во время конкурса мы писали план развития музея. Конечно, было проделано очень много работы, много литературы прочитано, опыт изучен других музеев. И очень ясно передо мной стали проблемы и те недостатки, которые мы имеем. И вот это именно позволило мне как-то по-новому, наверное, взглянуть на работу Национального художественного музея. Я думаю, это очень важно. Ну и как же вы видите дальнейшее развитие музея? Ну, как оказалось, да, наша работа, наши мероприятия, выставки в основном ориентированы на творческую интеллигенцию Якутии. Это, как правило, люди уже преклонного возраста. Мы абсолютно забываем о широкой аудитории, да, и целые как бы сегменты населения оказываются как бы нами не охваченные. И очень важно, что мы поняли, что мы забываем о платежеспособной аудитории. Тоже у нас отсутствуют мероприятия, рассчитанные вот на эту категорию посетителей. Ну, если говорить о конкурсе, получается, своих конкурентов вы знали сильные стороны и слабые. Могли их увидеть. Да, вот если говорить о том, кто участвовал, это были достаточно серьезные конкуренты, директора музеев, были представители из России. Со многими, кстати, мы познакомились. Вообще атмосфера в период прохождения конкурса была такая, я бы даже сказала, наверное, дружественная, потому что мы все понимали, что это возможность приобрести какие-то новые профессиональные связи, знакомства. Так вот в Якутию приезжал Александр Титаренко, бывший директор музея дома Чехова в Ялте. Сейчас он работает директором заповедника, музейного комплекса в Салехарде. И я думаю, что вот эти знакомства профессиональные, они помогут нам работать в дальнейшем. Какие-то интересные проекты появятся. Ну вот и какие планируются в ближайшее время проекты, и что вот ждать? Ну, планы, конечно, большие, грандиозные, но прежде всего 2020 год для всех нас – это год победы в Великой Отечественной войне. И мы готовим большой музейный проект с необычным названием, называется «Победа. Новый эпос». Это такое концептуальное название, говорит о том, что мы проводим параллели между национальным эпосом Аланхо, его мотивами и мотивами в произведениях отечественных художников, посвященных войне. И действительно оказывается так, потому что и там мы видим воспевание национального героя, и там мотив борьбы добра и зла. И финал это прежде всего победа, это мир, порядок в этом мире. Но вообще музеи всегда стремятся пополнить свои фонды какими-то экспонатами. Вот какие интересные картины появились у нас в последнее время, и как вообще налажена эта работа? Очень серьезная работа ведется в этом направлении. И я хочу обрадовать жителей республики. Мы абсолютно недавно получили удивительный дар. И на прошлой неделе, в пятницу, было открытие выставки в Доме художника. Называется «Бесценный дар». Якутский скульптор Семен Прокопьев подарил более 30 скульптур
музею, которые отражают буквально весь творческий путь художника. А этот скульптор удивительный, потому что он очень смело обращается с формой, с темой, с материалом. И я считаю, что вот подобные жесты, они на самом деле очень значимы для всей республики, потому что художник подарил не просто музей, он подарил всем нам, жителям республики, вот такой пласт своего искусства, своего творчества. Это уникальное событие для всей нашей республики. Приглашаю всех на выставку в Дом художника. Приходите обязательно. А вот в целом, как налажена эта работа? В основном, так как мы работаем очень тесно с художниками, мы знаем, что происходит в их мастерских, лично общаемся. Конечно же, мы отрабатываем комплектование. У нас есть перспективный план комплектования до 2025 года, такой список произведений, которые срочно необходимо приобрести. Это очень важная тема, потому что время меняется, и ценность предмета со временем возрастает. Это касается как народного искусства, так и современного искусства. Влада Владиславовна, а как вы работаете с молодыми художниками? Ну, я хочу вспомнить. В прошлом году проходила необычная выставка «Фокус Кэм». Это выставка экспериментального искусства молодых якутских художников. И она была направлена именно вот на этот сегмент. Проходила, кстати, тоже в Доме художника. Почему-то так вот получается. Ну, вообще нами задуман целый проект, называется «Дом художника. Перезагрузка». Мы мечтаем, чтобы там появился такой вот креативный творческий кластер, где работают молодые люди. Не обязательно, вот в классическом понимании это будут скульпторы, живописцы, это будут и фотографы, художники, которые граффити занимаются, комиксами и так далее. А вот какие научные работы сейчас актуализируются в музее? Национальный художественный музей является центром изучения искусства Якутии прежде всего. И именно аналогов нашему музею нет, благодаря тому, что мы системно комплектуем и представляем искусство Якутии. Хотя у нас есть и классическое русское искусство, и прекрасная коллекция западноевропейского искусства. Проектов научных очень много, но один из крупных – это проект системного каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира». Нами издана большая книга, посвященная музеям Германии. Так получилось, что в Германии действительно уникальные коллекции находятся материальной культуры народов Якутии. Это и юкагиры, и долганы, и эвены, и эвенки, конечно же, саха. И в этом году мы планируем второй каталог издать, содержащий коллекцию 4 тоже немецких музеев. Это Линден-музей, который находится в Штутгарте, это этнографический музей в Гамбурге, это музей Раутеншрах Йоста в Кёльне, это музей Уберси в городе Бремен. Ну и буквально на подходе верстается сборник научно-международной конференции «Диалог музей и общество». Эта конференция была посвящена 90-летию Национального художественного музея и проходила в прошлом году. Наука движется, работаем. А вот можно ли, не выходя из дома, виртуально прогуляться по музею? Кто посещал сайт Национального художественного музея, знает, да, что есть такая возможность. Кроме того, с 2008 года мы активно работаем по направлению виртуальный филиал Национального художественного музея. Имеем уже около 16 филиалов в различных улусах района, где предоставляется возможность виртуально посетить наш музей. Но, конечно, как сайт, как и виртуальный филиал, все-таки необходима перезагрузка, тоже реконструкция, работа вот над цифровизацией этих сегментов работы музея. А вот какие образовательные программы есть для посетителей?
Достаточно обширную просветительскую и образовательную деятельность мы проводим. Ну, традиционно работаем с детскими садами, которые расположены недалеко от наших филиалов, от Национального художественного музея. Также со школами работаем. Но вот что нового, мне кажется, необходимо нам привнести. Мы абсолютно забываем о семейном досуге, о семейном отдыхе. И, на мой взгляд, абсолютно один опыт ребенок получает, посетив музей с классом, и абсолютно незабываемое впечатление на всю жизнь, если он посещает с семьей, с родителями, с бабушкой или дедушкой. И нам, конечно, необходимо усилить, это будет новая такая линейка, да, наших услуг, усилить вот эту работу по семейному отдыху и программы выходного дня. Ну, образовательная деятельность музея, она многообразная. Дело в том, что музей сейчас воспринимается как такой многофункциональный центр. Наверное, многие горожане знают, что в здании нашего музея находится необычный детский образцовый музейный театр «Этюд». И каждый Новый год и весну мы приглашаем на детские спектакли. Это тоже одна из форм привлечения детской аудитории в музей. А возможно ли когда-то появление в будущем каких-то мастер-классов? Например, вот в Якутске есть несколько мастерских, которые утверждают, что любой человек может научиться рисовать. Вот такое могло бы появиться? На самом деле мы проводим мастер-классы, арт-холл. Вообще Национальный художественный музей один из первых обратился вот к этой форме с посетителями. И буквально в течение 2019 года мы активно на фоне выставки проводим различного плана мастер-классы, как связанных с изобразительным искусством, так и карвинг, так и другие формы творчества. Поэтому, я думаю, обязательно будем в этом направлении двигаться, развиваться. Больше мастер-классов, наверное, необходимо делать. И вот усилить, наверное, по мастер-классам программу, рассчитанную на выходные дни, суббота, воскресенье. А вот по стоимости насколько доступны? Ну, буквально... Вот мы открыли выставку «Бесценный дар», посвященный такому крупному масштабному дару скульптора Семена Прокопьева. И на этой выставке каждую субботу будут проходить мастер-классы. Мы предоставляем материалы. Сам скульптор, художник будет проводить мастер-класс. Стоимость 750 рублей. Приглашаю. Обязательно приходите, потому что это возможность и пообщаться с маэстро, и увидеть воочию его творчество, и тут же как бы самому попробовать себя в роли скульптора. Я думаю, это уникальный опыт, это будет очень интересно. Ну и цена у нас, как правило, немножко ниже цен города Якутска. Спасибо большое, Влада Владиславовна, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, это было актуальное интервью. Мы говорили с новым директором Национального художественного музея Владой Тимофеевой. Оставайтесь с нами.